Армысыздар, құрметті көрермен және бұқаралық ақпарат өкілдері. Қарағанды облысы өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде. Бүгінгі талқыланатын тақырып Қазсушар Қарағанды филиалы бойынша вегетациялық кезеңді талдау. Добрый день, уважаемые телезрители и представители прессы. Региональная служба коммуникации Карагандинской области вышла в прямой эфир. Тема сегодняшнего брифинга – анализ вегетации по Карагандинскому филиалу Казводхоз. Спикеріміз Омаров Ерғали Әбілқазымұлы, Қазсушар Қарағанды филиалы директорының міндетін атқарушы. Құрметті Ерғали мырза, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Накопление воды в водохранилищах к поливному сезону этого года проводилось успешно. В текущем году подача воды водопотребителям произведена в полном объеме. Все фермерские хозяйства были обеспечены водой в достаточном объеме и своевременно. Вода подавалась на посевные площади по плану ежедневно в соответствии с потребностями местных хозяйств. Всему этому поспособствовали не только обильные весенние паводки, но также постоянная системная работа предприятия. Был заключен 51 договор с водопотребителями, в том числе 44 договора на орошение сельскохозяйственных культур. В текущем году площадь орошаемых земель в Карагандинском филиале РГП «Казводхоз» составила 17 тысяч гектар. Из них 11,7 тысяч гектар приходится на массив орошения Жартасской оросительной системы, находящейся в Абайском районе Карагандинской области. С Самаркандского водохранилища был осуществлен полив 3000 гектар, с Интумакского 1,8 тысяч гектар, Шокайского 0,5 тысяч гектар. Кроме того, филиалом ведется работа по реконструкции и модернизации существующих систем подачи и накопления воды. Так, в рамках инвестиционной программы по услуге подачи воды по каналам за 2018-2023 годы в период с октября 2022 года по август 2023 года были произведены следующие работы. Это ремонт Малокамспайского магистрального канала, в рамках которого было выполнено армированное бетонирование дна и откосов 382 погонных метра с заменой 2 шлюзов-регуляторов. И ремонт Жартасского магистрального канала. Было выполнено армированное бетонирование дна 3000 погонных метров и откосов 2500 погонных метров с заменой 11 шлюзов-регуляторов и очисткой ила наносов по дну канала в объеме 624 кубических метра. За счет инвестиционной программы по услуге подачи воды по каналам в 2024-2025 годах запланированы работы по капитальному ремонту оросительных каналов на Жартасском водохранилище протяженностью 2,7 километра. В нынешнем году проведен текущий ремонт бетонных откосов и днищ участков Жартасского и Малокамспайского магистральных каналов на Жартасском водохранилище. Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле. В целях снижения расхода поливной воды сельхозтоваропроизводителями проводится работа по внедрению современных технологий путем приобретения современных дождевальных машин. Это позволяет уменьшить расход объема потребляемой воды в 1,5 раза. В целях стимулирования сельхозтоваропроизводителей к внедрению водосберегающих технологий действует программа субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях. Таким образом, в соответствии с правилами субсидирования стоимости работ по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям, утвержденными приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан, им установлен размер субсидий в размере 60% на 1 кубический метр, приобретенный у филиала поливной воды от тарифа. Спасибо за внимание. Мой доклад завершен. Готов ответить на ваши вопросы. Жақсы рахмет. Мазмұнды мәлімдемеңізбен толымды ақпаратыңызға алғысымызды білдіреміз. Келесі кезекте сұрақ-жауап сессиясы. Итак, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Құрметті журналистер, сұрақтарыңыз болса, қоюға рұқсат. Сәлеметсіз бе? Менің бірінші сұрағым. Республика бойынша 23 филиалдың тек 6-ауына жалақы көтерілген екен. 25% қателеспесем, соның 6-ауының ішіне біздің филиал кіре ме? Спасибо за вопрос. Да, в текущем году было поднятие зарплаты на 25%, в том числе и работникам нашего филиала. Жақсы рахмет. Су беру жүйесінің тиімділігін арттыру үшін қандай қосымша іс-шаралар қабылданды?
Еще раз вопрос можно повторить? Су беру жүйесінің тиімділігін арттыру үшін қандай қосымша іс-шаралар қабылданды? Ну, как я уже сказал вот в своем докладе, для увеличения эффекта сельхозтоваропроизводителями проводится работа по внедрению современных технологий путем приобретения современных дождевальных машин, что позволяет уменьшить расход воды в 1,5 раза. Также ежегодно мы проводим работу по ремонту, по текущий ремонт магистральных каналов, что позволяет уменьшить потери воды в каналах. Жақсы рахмет сұрақтарыңызға. Желіге келіп түскен сұрақтар легіне көшсек, бірінші сұрағымыз. На следующий поливной сезон сколько предварительных заявок было собрано и на какой объем воды? Значит, спасибо за вопрос. Прием заявок проводится после завершения паводкового периода. С апреля месяца мы начинаем работу по подготовке к вегетационному периоду, и в этот период мы производим сбор заявок для заключения договоров. Спасибо. Следующий вопрос. В текущем году какой объем воды было подано сельхозтоваропроизводителям? Были ли трудности в обеспечении полного объема потребностей местных жителей? В текущем году водопотребителям было конкретно водозабор на орошение составил 45,5 миллионов кубометров. Трудностей в обеспечении поливной воды не было. Фермерские хозяйства были обеспечены водой в полном объеме. Вода подавалась на посевные площади по плану ежедневно в соответствии с потребностями. Спасибо большое. Алып қосарыңыз бар ма тақырыпқа? Есть что добавить к теме? Нет. Жақсы рахмет. Құрметті спикеріміз, уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, біз сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.